Телеканал «Якутия-24» продолжает вещание в прямом эфире. Это программа «Итоги дня». В студии Влад Давыдов и Юлия Великодная. Смотрите в этом выпуске. Не опять основа. Возросли цены на бензин Саханефтегазсбыта. Насколько и почему? Отключение горячей воды для домов в микрорайоне аэропорта в Мирном – это частое явление. В чем причина? Карточный домик в поселке Чульман Нерюнгринского района. Стены и полы квартир в новостройке дали трещины. Как так построили, какие меры будут приняты, какие варианты остаются у жителей? Карта убитых дорог. Жители Якутска назвали улицы столицы, находящиеся в наиболее плохом состоянии. О каких именно идет речь и когда до них наконец дойдет ремонт? Лучше перебдеть, чем недобдеть. МЧС в Якутске проводит профилактические рейды по предотвращению возможных пожаров в жилом секторе. Кто в группе риска? Дошколята-строители в детском саду Алдана устроили соревнования по лего-конструированию. Цены на топливо в Якутии растут из-за скачка цен у поставщиков в начале года. Об этом нашему телеканалу заявил генеральный директор Саханефтегазсбыта Игорь Никитин. Он подтвердил, что по всей республике произошло повышение цен на топливо. Это реакция на более ранние события. По словам Никитина, ранее на территории республики происходило сдерживание темпов роста стоимости за счет имеющихся запасов топлива. То есть в Якутии, в отличие от территории всей остальной страны, не было резкого скачка цен на топливо, так сказал Игорь Никитин. На территории Республики Саха-Якутия с 1 ноября 2018 года произошло изменение отпускных цен на автозаправочных станциях АО «Саханефтегазсбыт». В 2018 году на территории Российской Федерации был совершен налоговый маневр для производителей нефтепродуктов. В результате этого маневра стоимость оптовых нефтепродуктов изменилась на 10-13 тысяч рублей. Сдерживая темпы роста на территории Республики Саха-Якутия, компания «Саханефтегазсбыт» под руководством правительства Республики Саха-Якутия за счет имеющихся складских запасов обеспечила рост всего на 4,5 рубля за литр за весь этот период. РИА Новости опубликовали несколько минут такую информацию. Сегодня крупнейшие нефтяные компании России подпишут с правительством соглашение, в соответствии с которым цены на бензин снижаются до июньского уровня и не повышаются как минимум до начала следующего года. А потом рост стоимости топлива ограничится показателем инфляции. Почему нефтяникам пришлось пойти на уступки и что будет с ценами весной? Материал РИА Новости. А сейчас мы переходим к другим темам. Жители района аэропорта города Мирного остались без горячей воды. Причем с такой проблемой там сталкиваются довольно часто. Почему так происходит, в вопросе разбиралась Марфирина Алексеева. Этом жители платят квартплату в полном объеме. По-моему, в малосемейках платят меньше, наверное, этих вот в каменных. Так там вода, все есть. Помимо того, что мы платим 4 с лишним тысячи за квартплату, неизвестно за что, нам приходится каждый день покупать себе питьевую воду. Так как из-под крана вот это то, что льется, пить для здоровья опасно. Жители неоднократно обращались в администрацию города, собирали подписи, регулярно звонят в управляющую компанию. Но точного ответа нигде получить не могут. Подскажите, пожалуйста, когда нам дадут горячую воду? Это не к нам. А к кому? Уже вы звоните 333-93. Идите, подождите, мы обслуживаем логовую 152. Вас, наверное, по ТВС обслуживает. По ТВС мы только что звонили, они дали нам номер телефона ваш. Еще весной управляющая компания МУП «Коммунальщик» оповестила жителей о прекращении подачи горячей воды, так как температурный график не совпадает с санитарно-эпидемиологическими правилами. Вода покупная, потому что вода в кранах грязная, можно дубу дать. Жители вынуждены жить и расти детей в таких условиях. И то, что весь район остался без горячего водоснабжения, только усугубляет ситуацию. Вопрос, когда же поступит горячая вода, остается открытым. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный.
Начало зимы считается временем пожароопасного сезона в жилом секторе. В большей степени это касается крупных населенных пунктов и городов. Каковы наиболее частые причины таких пожаров? Пожары как в частных, так и в многоквартирных домах чаще всего происходят по следующим причинам. Это неисправная проводка, курение в неустановленных местах, обогрев квартир ненадежными электрическими приборами. Чтобы избежать вот таких случаев, работники МЧС в Якутске проводят профилактические рейды по предотвращению возможных пожаров в жилом секторе. Кто находится в группе риска? Сюжет Ланы Ильиной. А курите где? Курите где? Ну, я дома курю. В группе риска люди со социальным образом жизни. Эта квартира представляет угрозу всему дому. Когда люди в неадекватном состоянии курят, пользуются электроприборами, жди беды. В группу риска входят граждане с низким социальным статусом. Это малоимущие также граждане, многодетные. Люди, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию. С ними проводится более тщательное инструктирование о мерах. В этом деревянном доме по улице Лермонтова в порядке только проводка. В остальном одни нарушения. Загроможденные ящиками проходы в подъезде. При открытии этой двери блокируется пространство в ее ширину. Соответственно, здесь установлен ящик. Поток людей из тех квартир не сможет своевременно эвакуироваться, потому что у него будет препятствие. Шаткая и слишком крутая пожарная лестница, закрытая дверь пожарного выхода, груды мусора, в том числе окурки. Общежитие по улице Горького, проводка торчит в ненадлежащем месте, провода на уровне роста человека. 2 раза был пожар здесь уже у нас вот здесь. И на 5-м этаже был пожар. Женщина оставила ребенка, и ушла она гулять. Вы, может быть, повторно напишите заявление? А мы же все собирались, писали. Денег нету. Управляющая компания здесь «Прометей Плюс», но на совместный по плану рейд с МЧС представители компании не явились. Видимо, ответов на вопросы жильцов нет. По результатам рейда будут выписаны предписания. В целях предупреждения пожаров в жилом секторе инспекторами отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Якутску проводятся профилактические мероприятия в жилом секторе. Это обследование совместно с представителями управляющих компаний, также инструктажи с жильцами многоквартирных жилых домов. Раздаются памятки, листовки с правилами пожарной безопасности в быту. Напоминание каждому жителю многоквартирного дома совсем не лишнее. Буквально позавчера сгорел жилой 8-квартирный дом в Борисовке-1, предположительно от неисправной проводки. Лана Ильина, Джулстан Иннокентьев, Якутск. В поселке Чульма Нерюнгринского района стены и полы квартир в новостройке дали большие трещины. Как так построили? Какие меры будут приняты? Какие варианты у жителей? Разбиралась наш корреспондент в Нерюнгре Александра Цыбикова. Вдобавок еще ночью даже, когда вот спишь, слышно, когда в тишине находишься в квартире, слышно, что трескается дом, то есть уходит, так будто бы в натяжку идет, и потом резко удар такой идет резкий. Напомним, по программе переселения из ветхого аварийного жилья в ноябре прошлого года семье Набокиных выделили квартиру в новостройке. С момента заселения в ней были обнаружены трещины. Жильцы неоднократно писали в администрацию поселка. Когда щели заметно расширились, приехала специальная комиссия, осмотрела и зафиксировала трещины, дала предписание застройщику поставить маячки, фиксирующие изменения, и произвести ремонтно-монтажные работы. Предписания были выполнены, проведены ремонтно-монтажные работы, щели запенили и замазали. За этот небольшой период, по данным маячков, уже зафиксировано расхождение. Маячки сорвало, ушли. До этого были бумажные все порвались, воткнули эти. По маячкам вот видно, что они уже ушли куда-то в сторону. Уже 3 миллиметра, наверное, на 3 миллиметра уже ушло. Уже год жильцы проживают в одной комнате двухкомнатной квартиры. Можно наблюдать, что трещина продолжает расширяться. Добавились новые трещины. Вот получается перпендикулярно они уже уходят от основной трещины. То есть все уже идут в ту сторону, получается. Чувствуется то, что если руку приложить, то чувствуется, что тянет, поддувает с улицы. То есть щель сквозная, если бы не было бы сайдингом, то есть не был бы обшит, то видно было бы улицу.
После полной диагностики дома выявлено, что в фундаменте трещин нет. Но при строительстве по земельному отводу кадастровому номеру дом попал на коренные породы. Поэтому была проведена выемка грунта, вследствие чего фундамент получился не монолитный, а сборный, примыкающий друг к другу. Возможно, это и явилось причиной появления трещины. В разрухе, с этими ремонтами, постоянным бардаком. То есть ни ремонт сделать, ни мебели, постоянно ждешь уже целый год, что будут какие-то движения, но ничего до сих пор так и не произошло. Администрация поселка Чульман готовит временное жилье для переселения жильцов этого дома на время проведения готовящихся ремонтно-монтажных работ с демонтажом фундамента. Квартира находится на гарантии, переговоры ведутся на протяжении всего периода. В связи с тем, что активных действий со стороны ООО «Строймонтаж-2002» не принимались, направлены претензии и готовятся документы в суд. От «Строймонтажа 2002» 15 октября поступила дополнительная информация, что они заключили договорные отношения на выполнение дополнительных изысканий с целью установления причины. Мы будем следить за тем, как будет решаться эта проблема, и держать вас в курсе. Александра Цыбикова, Аял Амосов, Нерюнгри. Основатель Кэшбэри заявил о закрытии платформы и проанонсировал запуск новой компании. В своем видеообращении глава Кэшбэри Артур Варданян сказал, что не остается выбора и ему приходится закрыть Кэшбэри. По его словам, 2 ноября будет произведен расчет введенных и выведенных средств. Он пообещал, что в личном кабинете каждого участника Кэшбэри появится новая вкладка. Все долговые обязательства мы будем выплачивать криптовалютой, сказал основатель платформы. Центробанк оценил ущерб от деятельности финансовой пирамиды в 3 миллиарда рублей. По мнению экспертов, Кэшбэри вряд ли вернет деньги вкладчикам. Компания прекращает работу в прежнем режиме. Регистрация на сайтах инвестиционных платформ Кэшбэри, Лига аукционов и Кэштрейдинг невозможны. Создание новых инвестиций, переводы внутренней валюты, открытие консультационных центров и проведение обучающих мероприятий станут просто невозможными. Остаток долговых обязательств составит 20 тысяч рублей. Именно это и будет суммой наших долговых обязательств перед вами. И вы вправе претендовать на них. И мы вам будем их выплачивать, исходя из графика погашения задолженности, который мы составим в ближайшее время. Я хочу принести извинения каждому из вас за то, что не успел оправдать надежды, за то, что такое случилось. Сейчас короткая пауза, меньше 1 минуты. Оставайтесь с нами, смотрите во второй части программы «Итоги дня». Карта убитых дорог. Жители Якутска назвали улицы столицы, находящихся в худшем состоянии. О каких именно идет речь и когда их, наконец, отремонтируют? Внимание, мошенники! Какие способы хищения, кражи и обмана наиболее часто используют злоумышленники? Таможня и Почта России запустят пилотный проект. Покупатели в интернете смогут платить пошлину за ввоз дорогого товара уже при оформлении заказа. И дошколята-строители. В детском саду Алдана устроили соревнования по лего-конструированию. Якутия-24, прямой эфир, программа «Итоги дня», продолжение выпуска, в студии Влад Давыдов и Юлия Великодная. Жители Якутска выделили самые разбитые улицы столицы. Какие дороги вошли в этот антирейтинг? Здесь целый ряд улиц и дорог столицы. Прежде всего это Жарницкого, Чайковского, Петра Алексеева, Ачиченко, Ильминская, Пилотов и Хатынь-Уряхское шоссе. Выбор сделали жители города Якутска на сайте под названием «Карта убитых дорог». По вышеназванным улицам активисты Общероссийского народного фронта провели рейд. Когда, наконец, дойдет ремонт до этих дорог, Елизавета Васильева расскажет подробнее. Первая разбитая улица Жарницкого. Здесь ремонт от Объездного шоссе до улицы Строителей завершен. А вот на участке от Строителей до Пирогова еще нет, так как не хватило финансирования. Поэтому работа перенесена на более поздний срок. Объект признается сложным. Очень много примыканий, торговых точек и инженерных сетей. Жалоб тоже много от пешеходов и водителей. Дорога ужасная, конечно, вообще. Весной еще страшнее, поэтому надеемся на лучшее. Оцениваем, конечно, удовлетворительно. Не очень хорошо. Надо поработать, конечно, здесь Жарницкую улицу делать надо, по центру проспект Ленина. Жарницкая, эта улица уже, пора ее делать уже, конечно.
Ну, не знаю почему. Года 2 такая его делали, 3 назад. А почему там опять такая стала? Непонятно. Из-за того, что нету водостоков, из-за этого вот так вот. А так дороги более-менее стали лучше, конечно. Следующей убитой дорога является улица Петра Алексеева. Ремонт здесь начался с улицы Лермонтова. Следующий этап – строительство круговой развязки на пересечении улиц Пирогова, Петра Алексеева, Стадухина и последующее асфальтирование до улицы Семена Данилова. Строительство круговой развязки решит проблему постоянных пробок со стороны Пирогова. Ремонт подразумевает также строительство тротуаров, наружного освещения, элементов благоустройства и водоотведения. Третий этап – это непосредственно выход с Семена Данилова до окружного шоссе. То есть прямой доступ будет к окружному шоссе. Тем самым мы разгружаем основные улицы, которые примыкают. Это Жарницкого и Дзержинского. В этом году планировали отремонтировать 10 дорог, но удалось только 4. Все из-за отсутствия денег и непродолжительности строительного сезона. Летом еще и обильные дожди мешают переработке с асфальтом. В следующем году работа, на которой выделено 1,5 миллиарда рублей, продолжится. Планируется ремонт 20 дорог и 3 мостовых переходов. Но, как стало известно, подрядчик пока отсутствует. Елизавета Васильева, Григорий Хлопков, Георгий Григорьев, Якутск. А что думают жители Якутска по поводу качества уборки дорог и тротуаров? Как бы там ни было, стало известно, что в столице ужесточат контроль работы в этом направлении. О чем конкретно идет речь? Прежде всего будет ужесточен регламент и введен новый, согласно которому повысится ответственность управ. Зоны поделят между территориальными и органами. Какие еще изменения будут введены в этой области, расскажет Юрий Осипов. В Якутске ежедневно на уборку снега с улиц в зависимости от погоды выходит от 80 до 100 единиц техники и 55 рабочих. В основном наша задача стоит обеспечить безопасность дорожного движения. Мы обслуживаем порядка где-то 83 улицы по уборке при бордюрной части. Все графики согласовываются, но чаще, конечно, мы ориентируемся на погодные условия. И подсыпка по противогололедным мероприятиям у нас тоже, исходя из погоды, производится. Подсыпаем мы остановки, перекрестки и пешеходные переходы. Работа идет круглые сутки, 2 смены. Общая площадь территории порядка 203 километров. В течение дня рабочие собирают снег в валы. Чаще всего этот снег технику убирают ночью, чтобы днем не создавать пробок на проезжей части. За последние 3 недели было убрано более 8,5 тысяч кубов снега. Мнения горожан по поводу качества уборки снега на проезжей части и тротуарах города разделяются. Да, в последнее время очень хорошо убирает, потому что я сама много за рулем и хожу пешком, в отличие от других лет. Ну, трудно судить. В принципе, я недавно хожу пешком, но, как видите, специальное приспособление у меня на обуви, потому что я боюсь упасть. В центре лучше, на окраинах хуже. Плохо. По-моему, его вообще не убирают. Администрация города приняла решение внести изменения в регламент уборки улиц. Полномочия по уборке тротуаров, внутридворовых территорий и внутриквартальных проездов передадут управам. Также пересмотрят периодичность уборки, в том числе на магистральных улицах с автобусным движением. К каждой зоне ответственности и территории будут подходить индивидуально. Сейчас на данный момент осуществление за уборкой улиц, тротуаров отвечает МКУ СГХ, но я думаю, в скором времени сейчас рассматривается этот вопрос, данные функции будут переведены. На данный момент разрабатываются санитарные карты, где будет определена зона ответственности между территориальными органами, это то есть управы, управляющие компании и службы эксплуатации городского хозяйства. Насколько эффективным окажутся эти изменения, станет ясно уже скоро. Зима в столице только вступает в свои права. Юрий Осипов, Григорий Хлопков, Якутск. В Якутске снижается количество преступлений в сфере мошенничества. Тем не менее, хищение денег путем обмана или злоупотребления доверием продолжаются. Злоумышленники используют 4 основных способа. Первый в сфере аренды недвижимости, когда по просьбе арендодателя потерпевший перечисляет первоначальный взнос за несуществующую квартиру. Второй способ – создание фиктивных интернет-магазинов. Третий способ в сфере продажи товара по объявлениям. Это когда покупатель отправляет продавцу фиктивный скриншот о том, что деньги перечислены на карту продавца. Ну а четвертый способ, когда у потерпевшего обманом выманивают данные его банковской карты и снимают деньги со счета.
Что касается хищения денег с банковских карт, то не нужно говорить коды, которые приходят вам с помощью СМС-сообщений, никому, даже сотрудникам банка. Если вы заказываете какой-либо товар по интернет-магазину, то необходимо перепроверить этот интернет-магазин по отзывам. Если вы продаете какой-то товар на через интернет-сайт, то не нужно верить никаким скриншотам о том, что вам произвели оплату, а необходимо убедиться с помощью СМС-сообщения об оплате. Ну а для тех, кто все-таки предпочитает покупки в интернете, появилась возможность заплатить пошлину за ввоз дорогого товара уже при оформлении заказа на сайте. В ноябре Федеральная таможенная служба и Почта России запустят пилотный проект. Уполномоченный экономический оператор в этом случае сам перечислит деньги за посылку в бюджет. Пилотный проект подготавливает потребителей к тому, что порог беспошлинного ввоза купленных за границей товаров с 1 января следующего года снизится вдвое – с 1000 до 500 евро. В рублях по нынешнему курсу это примерно 37 тысяч. Алданские дошколята померились силами и смекалкой в турнире по лего-конструированию. Конкурс среди детских садов назвали первым этапом на пути к знаниям робототехникой. На стройках сказочных городов побывала наша корреспондент Татьяна Вахнина. В актовом зале садика «Снежинка» развернулось масштабнейшее строительство. Юные проектировщики, инженеры и архитекторы, воспитанники детских садов района, померились силами, смекалкой и мастерством в конкурсе по лего-конструированию. Конструирование, робототехника, техническое конструирование, очень перспективное техническое направление. И поэтому мы решили еще в том году первый раз на базе детского сада «Василек», потому что они у нас очень давно занимаются лего-конструированием, все это знают, все умеют, уже больше 10 лет, провели первый такой районный конкурс. Замечательный конкурс получился, и мы решили провести его в этом году во второй раз. В турнире сошлись 9 команд. Испытания ребятам предстояли нешуточные. Найти в стройматериале лишний предмет, определить, не глядя название детали, собрать по схеме дракона. На последнем этапе дошколята представили на суд зрителей и жюри домашнее задание. Мальчишки и девчонки строили сказочные города. В нашем сказочном городе находятся человечки, животные, все друзья. Это сказочный город дружбы. Конструкторы любимы дошколятами во всех детских садах. Сборкой дворцов, машин, роботов, животных и сказочных существ детвора может заниматься часами. Конструирование стимулирует развитие фантазии, воображения и пространственного мышления. Развивается мелкая моторика. Кроме того, дошколята, играя, осваивают счет. Ежедневная игра – это самое любимое занятие, потому что дети могут сделать все то, что они хотят, реализовать все свои задумки. Им это очень нравится. Также у нас, конечно же, работает кружок по лего. В конкурсе по лего-конструированию участвуют практически все детские сады Алданского района. По мнению организаторов, турнир является первой ступенью к занятиям робототехникой, которой сегодня увлекаются школьники. Лего-конструирование хорошо, но время идет вперед, и у нас робототехника теперь развивается в детских садах. Конструирование, по мнению жюри, это прежде всего творчество, оценить которое весьма непросто. В турнире проигравших не было. Всех участников ожидали подарки и сладкие призы. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Телеканал «Якутия-24» следит за развитием событий. Оставайтесь на нашем телеканале и будьте всегда в курсе.